Жители тоже вот так организовал. И торба топты, потом самовар топкан, и узин. И тоже приехали люди, говорят, настоящий пропагандист татарской культуры. А меня задело. У меня это все потихоньку накапливалось порядка 10, 15, 20 лет. Меня Паренчик-Буфетами топтым, наверное, лет 17 тому назад. А вообще, папа у нас же такой был человек очень интересный, бля, Светин, и ты тоже моего отца знаешь. Он такой вот какой-то вот немножко какой-то не от мира сего. Вот у него все. Вот первое это философский был парень. Философский, да. И вот он говорит, кызым, сен тек фамилияңды унутма. Даже если тебе вообще фамилию берме правильно, может он во мне мерил, но заложил во мне, верил, заложил он. Вот эта преданность своей культуре. Татар тілін унутма, кызым. И вот действительно, со временем вот время идет, а все свое больше и больше, больше и больше занимает душу и сердце. Думаю, дураклар, уж было берган псикан. Вот себя я под такой линией поставила. Пропагандист, значит, давай пропагандист. И нет-нет-то, вот, газетка, там, кстати, ладно, берем. Впервые вот о Сабантуе никто не писал о Сабантуе, я написала. Потом меня вот потихоньку пошла, но я себе уверила в том, что я правильно делаю. А потом меня Фаритаба... А кто, если не мы? А я, Фаритаба, ну-ка давай-ка, это не день. Рашида, давай-ка, что ты, музей, какую татарскую, уклон найти. Тут я начала эскизы татарской карты. Ну, отличие должно же быть какое-то. Вот, первые наряды появились, так сказать, воскрешение. Это Синдара Хазарбараб, в смысле, да, он был это. Я все баян взял, я 50 лет не играл на нем, а татарский диаспора это... Да, это много. Потому что они все уже видели, а я тебе немножко расскажу. Потом вот видишь, что это как получилось. И география отзывов. Кстати, вот это все сейчас на блошином рынке бешеные деньги стоят. Вот эти объединенные супы, почти практически все свое семейное. Да, а самое главное, да, не выбросить, а сохранить. Вот я свое предназначение так поняла. И вот я его стала сохранять. А тут уже пошла в историю. Девушки татарской. Буйнда меня был, егитлер шел, эти кейнверы, бубран заманом мне. Это вот егитлер, да, ходили, вот такие были рубашки, вот такие простые, такие вот брюки. А то мне это диаспора группа-то говорит, ты один у нас не одет, надо тебе. Я говорю, да ладно, не надо. Оказывается, вот такое. Да, очень, очень, кстати, форма удобная, хорошая, и это подчеркивает именно вот эту саму принадлежность к нашей культуре. Потому что везде присутствовала вышивка. Вот это, ну, в принципе, даже ваш размер, пусть расщедруются, берут. Зимой а я другой что-нибудь куплю. Мужиков в компанию не берут свою, только одни женщины. Потом она крас, вот начала по аулам ездить. Ну, говорю, вам ничего такой-то. Вот она маслобойка нашлась. Вот она маслобойка, на всю деревню одна была такая. Тут мне, кстати, с Покровки вот этот примус. Это мне Карамандиевый. Вот пошунды. Кирогаз. Карагановы есть казахи. Это примус. Татарлар возле мечети живут, они недалеко от мечети. Кирага. Она художница, девочка. Как же ее звать-то? Рисует она, пишет. Вот. Потом вот так вот понемногу стало все прибавляться. А тут вот это моя семья.
Тут вот ничего лишнего. Мына Корана, бабай, менің бабайым сыры бар, әтейімнің әтейсі, мына әтейім, кстати. Мына бірінші соғыштан біріншінші, дүния соғышынан. Бірінші дүния соғышы. Он, во-первых, Первый она ему мировой. служила как амулет, он защитился, приехал, он здоров, ни одной ранней царапины. А во Второй Отечественной войне он уже призван не был. Он отслужил свое, и уже возраст не позволял. Мына Коранны алып қайтып, она у нас в семье передается. Мына әтейім сразу айтты, бұл қызымдікі. Мына мен Рашидаға не Ну, больше 100 лет ему. Мына бұл когда. әбейімнің нелері, мына бұл әбейімнің. Бұл мына әбей Шәмсия әбей Шариязан қызы, который Гафаровой, вот сізге тоже туған болып деген. Ол мына әнейімнің әнесі, мына әнейім мына менің. Мына ішінде мен, мына татар клубынан танышып, 47 ел преданы друг другу были. Даже после смерти мамы папа прожил 28 дней. Всего. Всего он не смог прожить без нее. Улайтта мен поран әнеңіздерге табыл. Мына бұл мына білезеклеріне, бұл әтейімнің тәспилері, мына әтей өзінің қолларымен жана бұл тәспил. Мына әтейімнің даже мейлері, түбәтейкалары. Вот. А бұл әтейімнің опасы Рашида. В честь нее меня назвали Рашидой. Мына шулай. Потихоньку шла мына бұл әбейімнің қомаққан бабай біздің мына менің бабайым. Ну, самый ценный стол у тебя вот Да, этот. да, да. Вот это самый все ценный. наше семейное. Вот Это тут вот ничего самые чужого, ценные, ничего. да. И, кстати, все предметы, даже Казань обратила внимание, когда снимали, у меня не по заказу. Все натуральное, все свое. Ничего. Историческое. Все, да, все как есть оно в быту. Служила людям. Служила людям. Вот я вообще начала, почему вот так увлекаться? Старинный фильм «Нанкорем», мне не сюжет интересен, а обстановка. Сама мебель, окружение, подсвечники. И я вот стала обращать внимание на резьбу вот этих, вот как вырезано, насколько. Это не кустарщина, не какая-то вот такая работа. Зеркала аж потускнели. Потускнели, еще стариннее Потускнели. зеркало, еще стариннее. Мына был шкафлар. Так были устроены, так же не было раньше для ложек, для вилок места. Тут вот, пожалуйста, посуду всегда. Ну, этот Вот шкаф- лампадка древний был. Шкаф это для непростые люди, уже Конечно. состоятельные. Да, были. уже, это в основном в купеческих домах, такие шкафы Да, стояли. это уже состоятельные. А потом вечерами на лучинка, там даже места есть. Лампадка включили, телевизоров не было. Вот чем занимались? Вот именно вязали вот этим паутинкам лет по 40, по 50. Вот даже говорят, этот узор уже они даже не используют настоящие паутинцы. У меня был не шаль, еще был бір хатын келгәне ауылдан. Уже даже говорит, бұл узорны ұнттықпыз. Yok. Упростили. Да. Вот мына шул нелер инде мына татарча білмеймін, прялкалар мына шул. Мына бұл Абдуллиндан алып баққан. Мұны мына Қумақтан топып алыптық. Ну, бұл сағатлар уже тоже инде каких это, наверное, 40-х, 30-х, 50-х годов часы такие. Это ОЧС, Орловский часовой завод. Оно выпускались большими партиями, но не у всех они сохранились. Мына бұл біздің мархум Гаухар апай әнемнің туғаны Қошыда тұрайы. Қызына Ташкентқа кеткенде, мына бұл тремоны мен қалдырып кетті. Уже это не, уже мархум не болды ол, Фават болды, но мына оның естелігі как бы оның памяти қалды мына менде. Мына мында шуны шегілген біздің мына нелер, тостымалар. Шулай. Мына әбилері біздің шәлләрі, бұл біт сондықтан шығар, бұл не түгел. Вот я даже не коренной сорлецкий, но мне приходилось встречаться женщина, ее отец в Ташкенте ветряную мельницу держал. Это кто? У нас были ветряные мельницы, много было. Вот, говорит, Коммунальная промышленность была мой- развита очень. Мой папа говорит, вот это, она в Узбекистане жила, приезжала. Фамилиясы сюда. хотя бы. Не знаю. Мен аналарны китап яза башладым бит. Я сейчас пока иду по историческому Ну, пути. я ее застал. Расселение татар в Оренбургской губернии. Пока вот все на фактах ищу Ну, вот это видно все. было ее А когда кость. дойду до Солецка, я буду вот крупной семьи. В ней даже чувствовалась благородная кость. Да. А говорят, голубая кровь, она не у каждого. Она дано вот Богом. Я Да. вот ее раскрыв рот, что вот ветряная Ой, такие мельница. люди. Были ветряные мельницы. Сейчас вот... Не помню Не я. помнишь? Ну, я с ней сидел вот вместе. Ой, да, Мәжлисте отырдыңыз. Да, вот. Ага, это очень А интересно. как бы не это, Фатима Панин, это нажмем, в милиции работал же. Мурсалимов? Мурсалим. Все, Мурсалим Латков, да. Мурсалимы вообще есть. Я вот сейчас читаю, они появляются. Есть. В общем, это Шул я Мурсалимов вас Бабайлар, видимо, шул Ханнар был, да, был. Даже ни одна ветряная мельница была у нас. Вот. А вот потом, как-то у меня мысль пришла, смотрю,
потом в интернете нашла эскизы старых кроватей. Во-первых, конечно, кровать была железная такая или простая деревянная. Сейчас куб музейларда показывают, частный музейларда, көрініпті. Шыннан енді міне, бұл міне бүтінай бір шекде бұл рахмат Фаридова бір қуатаны тапты, ол маған мына тауып берді мына шул нелеріні, мен анан сатып алдым мына бүтін нелеріні, шегілгенлеріні, подзорниклар нелер. Вот это заправлено немножко под старину Тот быт, кровать. да, тот быт, да. Как бы представляет тот быт, то видение вот как раньше было. А ковров не было, вот все это руками вышивалось. Или как вместо коврика. Был атимник сагаты, у меня тоже на память, там был тоже атимник сагаты. Быстрат меня подарила, кстати, жительница тоже Покровки, совпадение-то какое. Ой, Жумашева Нурслу. От ее матери осталось. Они троицкие, мать троицкая. Татанова или Тутанова. Вот, пожалуйста, видите, как вот история-то повторяется и соприкасается. Человек с Покровки, это его земляки, а мне вот они вот примус и вот это поднесли в подарок. Вот сам даже вот этот коврик, вот он как бы, пусть фабричной работы, но именно содержит тот узор, тот вариант времени, вот именно к тому времени относящийся. Ручной работы, да. Да, он вот сам узор, вот именно такой вот мусульманский, вот яркие цвета, именно как украшение. Ну, раньше они вешались, конечно, на стену, не на полу. Ну, для частного, конечно, у тебя много материала. Ой, хотелось. Сейчас вот не стою, я что-нибудь увижу, вот увидела вот такие 2-метровые часы вот здесь у соседей. Они, оказывается, тоже пришли. Вот часовое дело мастера, как-нибудь зайди, у него тоже самое. Где взяли? Что взяли? В Солилецке у нас стояли на общельнике. За 70 тысяч просил, ну отдал, короче, за 30 тысяч. Я говорю, я прям заболела, 2 дня не спала. Ну, мне такие часы, как, я говорю, как бы они. Есть у меня еще швейцарские Густав Беккер, но они внизу там у меня. Я уже здесь даже боюсь держать, потому что они действительно такую ценность представляют, что они... Меня, вот, даже вот с виду казалось, что это такое? Это набор грампластин. В Оренбургской области их всего, наверное, 2 штуки. Даже в музеях нет вот такого набора, который раньше пластинки же, чтобы не валялись, ничего, вот, пожалуйста. Это вообще ценность очень большая. Апрельский завод. Это еще под патефоны, да? Под патефоны, да. Под патефоны прям беру и слушаю. Тут, пожалуйста, все и Утесов, и это. У меня 2 утеса было, с Пашей Барановым поменялся еще Утесов на это. Вот недавно я же говорила, 55-й год издания. Габдулла Тукай. Это вот с Леневки, да, от леневских жителей, пожалуйста. У меня издание уже желтое все, но интересно. Конечно, для меня это очень большой подарок, а для музея это ценность неимоверная. Вот шулайли потихоньку. Когда киян или что-то плохо на душе, щектым, сяду здесь, посижу, посмотрю на портреты своих родственников, на эти вещи. И мне как-то на душе хорошо, приятно. Кто чем успокаивает, кто это делает, кто сигарету. А мне вот, конечно, вот это. Ну вот и сама экспозиция, мне чем интересно, собирается, конечно, поэтапно. Вот был описан Сабантуй 2014 года. Здесь, значит, это наша газета меня выпустила. Кстати, вот даже Синбике Казанская меня печатала. Вот она. Синбике, Казанский журнал Синбике. Азапхатан бывший, да. Ну, Урызова. Сабантуй 14 году. Где? В Покровке, где был, на Урызово. Пономаревский район, в сторону Абдулина. Вот мы ездили. Ну, а я вот в 70-летие в 2000 году писала о папе. Юность, опаленная войной. Это Мифтахов Дабир Сарвартенович, 2 медали. Он у меня, так сказать, тыловик, но в то же время вот я о нем уже тогда я, как говорится, старалась держать. А золото так не хотела печатать. Ну, печатали все равно. Потом вот это 2 дня в Солилецке, что было. Это по краеведческому материалу нашего Закария Ахмерова, леневского краеведа. Вот, кстати, все это вот я восстановила, потому что он действительно незаслуженно забыт был, незаслуженно. Очень просветительный человек в свое время. А это основательница на поэзии Габдулле Тукай. То, что вот мы тогда в домике были, где занимается наша татарская группа, вот детки здесь выступали, каждый на татарском языке свою экспозицию читал, стихи, такой творческий большой вечер был. И в то же время вот тут я пишу, что потом весь зал под аккомпанемент музыки и песни Туган Тель встал весь зал и приветствовал
окончания вот этого вечера, всех участников, вот очень это, вот Мифтахова Рашида. Вот. Здесь и даже наша областная газета Яңа Вахыт напечатала, Түстүбайда музей açıldı. Вот, извините, если не видел это. Ну, а то, что связь такая у меня с этим делом давно. Вот в 96-м году впервые мы, вот это, видите, может, узнаете кого? Это Альфия Самигуловна, судья, который на фару. Здесь Амина Газизовна наша, видите, молодая какая. Мы тогда организовали, я тогда работала в мэрии юрисконсультом у Быкова, организовали в клубе Маяковского вечер, посвященный татарской песне. В тот год умерла бабушка, я посвятила песню, тогда пела. Вот впервые никто еще национальный костюм не носил. Вот мой национальный, первый мой национальный костюм. Это 96-й год, 20 лет тому назад. Так что Абдрашид ни в чем открытия не делали. Мы до нее уже здесь плясали, пели, танцевали, говорили, и рассказывали. Ну, а здесь этот вот мы, наверное, тогда были, вы не были. Это вечер, посвященный Тукаю. Мы тогда о нем рассказывали. Вот. Вот здесь как раз вот эта группа татарского языка, вот их учитель Амина Нуридзинова. Вот. И самый, конечно, мне любимая моя тема, любимый мой поэт, одних из величайших дарований нашей нации, нашего народа, это Абдулла Тукай. Вот эту экспозицию я посвятила 130-летию его юбилея. Впервые в 1905 году он ни разу не был в Оренбурге, в Оренбургской области, но были напечатаны его первые издания. В той же газете Яңа Вахыт, по-другому «Новое время» называлось. Вот. Все на... Тогда еще на латынь на эту не перешли, еще был арабский шрифт. Вот, тогда это 905 год. Очень интересно было. Ну, то, что мы участвуем везде, вот, пожалуйста, это у нас Нурыс, это арбузные фестивали, эти выездные выставки, все. Вот, пожалуйста, на открытии клуба выездная выставка была. Где приглашают, я всегда пожалуйста. Но если в историю вникнуть, вот у нас это тогда купеческая семья оренбургская. Не знаю, какого купца семья, но я это в архиве наткнулась на эту фотографию только из-за того, что здесь именно настоящие наши татарские древние костюмы. Ну, древние в каком смысле? Именно 18 век. Он здесь вот весь, вот такие вот короткие были кафтаны, ой, тогда не кафтаны их называли. Ну, во-первых, головной убор это калфа, Может, чубетейка. казаки. Да, вот именно такие эти, мужчин тоже вот обряд такие, это вот уже относит себя обязательно не к тюбетейка, а именно к мусульманскому духовенству, потому что он позволил себе одеть вот именно эту чалму, который вот сочетается с его костюмом. Очень, очень интересно. Вот по ним изучала я наряды. Но такие эскизы очень сложно шить нашим современным мастерам, поэтому и очень-очень дорого, потому что я содержу музей полностью, даю на свои деньги, ни от кого ничего не прошу, не требую, не хожу, не нищенствую. Поэтому мне, конечно, тут... А это вот тоже очень интересные фотографии старинные. Вот тут вот настоящие калфаки. То, что сейчас калфах есть движение татарских женщин. А вот я просто здесь вот смотрела. Тут гимназистские, тоже дочери наших знаменитых богатых купцов татарских, которые учились в гимназии. Есть очень много материала по Хусаине у меня, по мадресам. Тогда же в Оренбурге был татарский педагогический техникум, выпускники его первые, у меня есть фотографии. Но это я все в музее в Оренбурге находила. Ну вот так вот, я считаю, что столы, все это, все старинное, все это именно соприкасается с бытом и культурой того времени, когда еще, как говорится, наши дедушки, бабушки были молодыми. Вот даже вот маленький столик, как бы это, ножки все резные. Это доказывает лишний раз, что вот мебель была не штампованная, а именно мастер всегда вкладывал душу. Вот эта одна резьба, она всегда, ну как бы... Ну да, такую мебель, конечно, могли иметь только более-менее зажиточные, такие богатые люди. Зажиточные, конечно, да. Так вот. Вот. Дамир Сарбатинович был такой вот увлеченный человек. Вот это первая книга на столе, которая лежит. Впервые я познакомилась с татарским поэтом Габдуллой Дугой в 1976 году. Вот эту сборничку мне на день рождения подарил. Вот он на столе лежит.
Я тогда еще не понимала, но там есть места, где я зачитывала, смотрела. Ну, конечно, перевод и русский язык это совсем не то, что звучит на своем родном татарском языке. Это великолепно. Ну, вот это вот, я где-то здесь 500-600 томов, это для меня очень тоже ценно. Все это храню я как в память о своем папе, о своих родителях, потому что оттуда началось. Был бум, когда от библиотек, от книг отказывались, все выбрасывали, а я наоборот только пополняла, собирала. Не сказать, что тут такие редкие издания или что, все, что было тому присуще тому времени. В принципе, ну есть очень такие издания, где-то и 60-е годы, и 50-й год у меня раньше 50-х нет, но есть даже 912 год. У него есть вообще 1700 или 800. Да, вот он сказал вчера, да. 1700... 1870? Нет, 1783 ли описание, Аббат де ля Порт, Екатерине, что ли, так, Екатерина, наверное, да, была Екатерина, он пишет ей описание Японии, Великой Татарии. Вот. Так что Вообще. там сейчас говорят Тартари, просто в английском Да. morning, R стоит, когда morning читается, татар у нас, вот татар, чтобы было, значит, продолжительный такой, да, звук, поэтому R ставили. Сейчас говорят Тартари, никакой не Тартари, Нет, Тартарии, это я сейчас как раз читаю. Там есть это высказано точка зрения наших этих татароведов. Вот Исхаков очень пишет, этот вот Казанский университет об этом. Потом, ну вот я вот даже вот эту книгу изучаю, рецензирует книгу мой однофамилец, профессор нашего казанского, это вот татары и русские в Единбаеве Широкограда. Ну, дело в том, что очень разнятся точки зрения. Поэтому прийти к единому выводу, хотя вот здесь и с ним, даже вот я удивилась, думаю, ну дай-ка я почитаю. То, что даже наша вот дивизия была в свое время Урал, ну знаете. Идоль-Урал. Я удивился. Да, удивился, Я в Татарстане у кого-то увидел книжку Идоль-Урал и обратил внимание. Спорила. Я обратил внимание, что один из Леневки там оказался, Линаусский написано, там, значит, он служил в Идоль-Урал. Удивительно. И Леневский какой-то Для вас, парень. может, сенсации послужит. Да. Даже был в их рядах Мусад Джалиль, но он был с целью Да, я знаю. шифровки, да, чтобы Нет, именно... Да. Это хрестоматийное знание, что Мусад Джалиль в Идоль-Урал. Вы что, это общеизвестно? Вы Это что? общеизвестно, но в то же время вот это все он к побегу готовил, вот это все использовал для того, чтобы все-таки потом, как говорится, это он предателем никогда не был, и это, а вот то, что хрестоматийно, вот, а потом это Моабитская тетрадь, и вот его памятник, что вот его памятник. Это в Казани, это да, в Казани, у Кремля. да, у Кремля. Ну, книга очень интересная. Вот видите, тут и раскопки и булгарской, и древний воин. Вот он, древний воин Булгарин. Я нашла это тоже в архиве, очень была удивлена такому замечательному. Это ничем костюм не отличался от древнерусских воинов. Ближе, может, что-то было кипчакское, но настолько вот меня поразила вот эта экипировка, то есть лошадь, вот это все, что... Сейчас. Это вот приезжал вот это и снимал телевидение, мы вот оставили на память вот эти фотографии. Вот она Псалямова, это вот мы здесь сидели, потом обсуждали вот это все. Это... Сейчас найду я этого. Хотан кызның не к тому, чтобы сохранить как бы очаг, провести культуру, воспитать детей в лучших нравственных традициях. И это нашему народу настолько, вот я не знаю, прям, когда надо, вот шла воевала такое. Плоть и кровь, как говорится, Да, впиталось да. это. Да. Да, это я считаю очень, вот, пожалуйста, это наш булгарский воин. Это вот у нас как бы даже, да, 12 век, вот экипировка, вот это все восстановлено по раскопкам. Нигде никакого ни единого обмана это нету. Вот. Я прям вот даже горжусь, вот что вот так выглядел. В рамку его нельзя? А? В рамку. Можно, мне рамки хватает. Рамка стоит 100 рублей. 100 рублей, да. Какой 100? 115 уже. А рамок много уходит. Ну, и Берете специи. картон, вот так полоску, и Нет. картоном оправляете и вешаете на стену. Можно, Все. но я А же меня- хочу, чтобы это как бы солидно. Я вот
Хусаини это есть? Это Да, Хусаиново. Хусейн. Ну, мечеть. Ну, мы чем связаны? Моя родная тетя Ну. в Илеке, у нее муж был Умар жизни Хусаинов. Он никогда был в детдоме, на войне ногу оторвало, 5 детей, вот жили мои двоюродные братья. Да, про это мы, кажется, говорили. Он суровейший характер, никогда не говорил о своих родственных связях, не все. Но один раз, когда во время свадьбы он бил свою жену, она очень красивая была, заревновал. Дети прибежали, мать пошла. И вот он впервые в пьяном виде Хусейн Такумар. вот сказал, единственный раз в жизни, ему нельзя было говорить. И вот у него была старинная скрипка, он скрипач был. Это да. Ну, они переехали в Ташкент к дочерям, вот там вот не стал. Ну, к нему, когда вот музыкант, скрипач приехал, приезжал за этой скрипкой, он не продал ее. Ну, Мы для него дети с дорогая двоюродными вынимали эту, там в лохмотьях это сам футляр был, а сама скрипка ценнейшая. Вот эту историю не знаю. Но вот о Хусаиновых я что интересно был. Всегда же говорили, что он такой скупой был. Говорят, он спички выдавал своим слугам на количество свечей, чтобы зажечь. Это не скупость, Вот это бережливость. Это мы. Что присуще Тогда было, вот да, это. да. Они говорили, что он спонсировал, строил мечеть. Конечно. А чтобы мечеть Скупой построить, человек никогда не будет строить губернатор мечеть. ему, он пришел, чтобы построить мечеть, губернатор говорит, ну это будет неправильно, тогда построй собор и разрешим. Так он выделил и на собор, построил мечеть. Вот несоответствие нашей пропаганды, конечно. Да, Конечно, что искажений вот он был- много, концепций много. Что он на спичках Это экономил количество, а что он построил, выделил средства на собор и построил мечети. И вот это. Да, он на фундамент, он сказал, фундамент мой. Я у Савельзона, что ли, читал в Оренбургской газете, Оренбуржье, Ну, сказал, об фундамент этом же мой, не да. говорили, а говорили, что он скупой. Первые наш из фильм. россиян, из торговых людей достигли границы Индии наши татарские купцы именно Сиитской слободы. В 1976 году приезжает В книге я посол описал это вот Индии, свои, да, да? там, да, Ага, ну, значит, вкратце. с одного Да. источника мы взяли. Да. Это приезжал посол Индии, посетил мечети, так, вот Якупов, кажется, Якупова, вот этого купца, который, и они никому эту дорогу не показали, в благодарность татарским купцам за то, что они эту тайну не открыли никому, а сами достигли с таким трудом, привезли тут товары и ездили только сами втихую. Конечно, присущи нашему народу. И вот это вот все происходило вот так вот. Я, например, очень горжусь вот этим фактом. История, Ахмед Бай, Махмуд Бай и, значит, третий Гани Бай, они вот в Покровке построили мечеть на их деньги. Это ихний, да, в Нежинке, мечеть? в Нежинке. Они говорят, якобы Чингирал 100 мечетей, якобы и медресе там, и они, архитектура очень похожа. Вот. И он говорит, я ездил в поезде эконом-классом, с собой брал бурдюки, питался экономно всегда. Вот. Они, говорят, впервые придумали, вот как сейчас есть, перечисляют деньги в то время безнал, да, они говорят, у них где-то там представитель в Астрахани, там, и вот отсюда человек перечисляет, они, значит, говорят, поручительство там звонит и говорит, передайте ему такую-то сумму. Это, говорит, это их идея была, впервые Вот воплощена еще в об этой жизнь. мечети, это все-таки один из памятников, даже древних, может, ну, более-менее старинных памятников на территории нашего района. Вот он запечатлен где-то, вот эта мечеть. Она где-то... Нежинки сохранилась каменная, в Покровке тоже восстановлена она мечеть. Вот Да, в восстановлена, селе ну пусть Покровка. надо бы ее Да. как-то Покровка снять. ваша? Есть она в интернете, ее Есть фотографии она? стоит и видео стоит, эта ну, мечеть, вот да. я- Покровская Скорее мечеть, так, всего, видео благодаря вам наберут. всё это, да? Ну нет, я уж поскромничаю просто все. Ты молодец, молодец, потому что вот такое... Мы даже вот это сейчас... Пусть бывшее здание татарского клуба, не бывшее здание бывшего татарского клуба, мы сняли. Оно нигде не снято, нигде не обозначено. Это А очень... я мы сегодня на очень совет большое так дело не- сделали. Я вообще мечтаю вот так.
вообще какую-то справку вывести по Солилецку. У нас ведь есть места и дома. Вот я даже дом своего деда Шерияздана Якфарова, который Сайма сейчас живет, с подвалом. Это дом Якфаровых, вот именно этих. Они, правда, были в свое время экспроприированы, но вот это кулачество, все вроде бы, вот лишние коровы, кого заводил, все кулаками были. Но они все были потом реабилитированы, но это одна из ветвей, почему я с Якфаровым, с Ахатом считаю себя как бы тоже, пусть там... Одно древо. Одно древо, да, мы с одного древа происходим. Шерьязан дед у нас был очень-очень такой вот тоже сильный человек. Использовался тогда вот этот торговый путь. Для чего? Потому что эти постоялые дворы открывались для того, чтобы люди лошадей меня. Мне маленькая была, но я 55 года рождения. Ну пусть я где-то 57-58 вхожу в эти вот ворота, что да, негодяй, котлы какие-то с мясом, самовар, народ постоянно. Они, блядь, они был сайт, шел яхтан келген, восточтан келген халық, по привычке уже еще останавливались. За счет этого жили они. Товары менялись. Здесь не только солевозный путь открылся, второе, это значение географическое нашего города, а самое первое, это то, что шелковый путь, все-таки вот этот торговый путь проходил через нас. И раньше же города, вот эти города, поселки не считались так. Считалось так, Казанский тракт, и по Казанскому тракту какие расселения. И так прям писалось. Вот я перепись читала, по Казанскому тракту село Якубово насчитывает, допустим, 232 жителей. Из них татары там 60, русские эти, казаки и все прочее. А солевозный путь, когда уже по указу наших императоров открылся, тогда уже пошло в расселение вообще татар. Они уже пошли в другое сословие. Служилые люди были. Служилые люди у императоров. Потому что пошли служить. Вот моего мужа, как бы семья и его предки пошли служить. Они татарские казаки. Даже без Самиғолла Бабайда, ну говорят, я эту искала, у казаков, не казахларда, а казахларда бар, плетка наша, ничего называет, хлыч. Ну, хлыч даже был, всегда на стене висел, дети боялись, говорят. Вот его, в частности, мать, она вот рожденная от этого Самиғоллада. Но они вот, наши даже, я историю татарских наших сел, оказывается, они расселились, эти служилые люди из татар по охране именно солевозного пути нашего. И почему мечети открывались? Вот мудрость наших императоров, наших руководителей. В том плане, что на тот момент междоусобица. Ага, привлечь религии. Да пусть и казах, и калмык, и кипчак, и татар заходит и в мельнице. Он будет более послушнее, более управляемый и более дисциплинированный, чем ходить его... так сказать, завоевывать чем-то. Не надо, не отряд солдат. Мечеть поставил, построил, и в то же время нравственный. Мечеть же тогда был центром не только религиозного, он был вообще духовного обучения. И образовательный он давал. Там же всегда, пожалуйста, татарские школы всегда, все эти курсы существовали при мечети, при медресе. Потому что там какое-то было финансирование, была помощь спонсорская. Ну, девочек, говорит, вот на этой красноармейской мечеть была, там девочек всех учили. Вот, видите как. Вот так вот. Где-то я даже видел фотографии вот этих девочек. Замечательный сегодня разговор у вас состоялся, да. Я рада, что вот наша Сулецкая земля все-таки вот столько... Богатой историей. Богатой историей. Даже начиная с древности, что здесь были сарматы, что это море, что это дало, вот это море дало залежи вот этих солей, которые нескончаемый мир весь кормят, такой богатейший, чистейший, красивый, вкусный соль. И вот все это идет, что мы не зря живем на этой земле. Вот так вот. И Сизгадар Ахмад, что вы вот так все-таки пропагандируете бездна, поддерживаете. Потому что сейчас без оповещения, без информации, это все, что имеется, это все, это тормоз. А вот когда оно там пойдет, люди слышат, говорят, вот потихоньку мы это... От имени тех зрителей или пользователей интернета, социальных сетей, которые будут вас лайковать, от их имени хочу озвучить их благодарность вам, Рашида Ханум, за то, что вы хотя бы географически находитесь на периферии, скажем, нашего, значит, татарского народа и государства российского, но по своим делам вы, другие татары Солилецкой, татарлары, вы делаете большое дело, чтобы те люди, которые действительно искренне преданы нашему, скажем,
татар аңы булган адамнар, татар адамнары сезгә рәхмәтен белдерәчәк, чөнки сез бик зур эшне эшлисез. Сезгә бик зур рәхмәт. Менә шул безнең татар икәнегезне онытмаганга, татар канын сез сизеп, бер-берегез белән дуслашып, шусына күңелле уздырганнарыгыз өчен сезгә бик рәхмәт белдерәсем килә. Чөнки хәзерге вакытта милләтләрнең әһәмияте бик өскә үсте, югарыга. Сез менә шул һәр кемегез мин татар дигәнегез безнең өчен бик кадерле. Biz millet şul çakta saklanıp kalacak. Şul vaqtda agar da biz her kaysыбыз biz tatar eken deyip, çünkü Бунин aytkan Александр Николаевич Иванович Куприне всегда татарская кровь чувствовался. Шул каныбыз сизилип турсын. Менә сезгә рәхмәт. Шуның өчен сез күч куйган өчен сезгә рәхмәт менә. Барсыбызга да рәхмәт. Амин. Шулай булсын. Так, и вот они на прощание нам, я там по сюжету предполагал, сядут и споют или Тугантель, или что-то, значит. Сейчас я перерыв сделаю, включу камеру снова.